Мы записываем сегодня с Фараби Сагатовым второй урок казахского до автоматизма. Передаю слово Фараби. Доброго времени суток. Сегодня мы начинаем изучать новую грамматику. Это притяжательные местоимения, переходное время глагола или будущее время. И сегодня мы повторим слова, которые мы изучали в прошлом уроке. Это 4 глагола: беру, алу, сұрау, қарау. Давайте начнем. Мен бердім, сен бердің, сіз бердіңіз, ол берді, біз бердік, олар берді. Теперь слово алу. Мен алдым, сен алдың, сіз алдыңыз, ол алды, біз алдық, олар алды. Идем дальше. Мен сұрадым, сен сұрадың, сіз сұрадыңыз, ол сұрады, біз сұрадық, олар сұрады. Мен қарадым, сен қарадың, сіз қарадыңыз, ол қарады, біз қарадық, олар қарады. Пожалуйста, повторите произношение этих глаголов прошедшего времени. Самое главное продолжать смотреть уроки казахский до автоматизма и решать наши задачи, которые мы будем вам советовать. Первое, изучать с нами грамматику. Второе, это практиковать эту грамматику, стараться, да, как-то эти фразы практиковать, которые вы здесь изучаете. И третье, это изучать как можно больше новых слов, новые глаголы, новые слова. Чтобы вы понимали, что такое притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения – это когда, например, личные местоимения мы уже разобрали в прошлом. Есть также притяжательные местоимения. Например, в русском языке мы говорим «мой друг», да? То есть «мой друг», просто два слова, да, мы соединяем, без всяких там добавлений. Или там «моя мама», тоже без всяких добавлений. Но в казахском так нельзя сказать. В казахском слово «мой» это будет «менің», друг, например, «дос». Но обязательно, если вы имеете в виду «мой друг», то обязательно к слову «дос» нужно добавить притяжательное окончание. То есть в данном случае, например, «менің досым», да, то есть окончание «ым». И вот именно вот это правило, как в казахском языке сказать, что кто-то принадлежит мне или кто-то принадлежит кому-то, тебе, ему, вот это правило мы сейчас будем разбирать, потому что оно из самых начальных правил. Менің досым. Менің означает мой, дос – друг, и так как это мой друг, добавляем окончание «ым». И получается, мой друг будет менің досым. Менің досым. В правом верхнем углу будет нарисована таблица, вот туда смотрите, и там вы поймете, когда и что вставляется. Давайте продолжим. Сенің досың. Здесь получается сенің, это переводится как твой. Дос – это друг. Если хотим объяснить, что друг именно твой, мы должны добавлять окончание. То есть нельзя сказать сенің дос. Обязательно нужно прикреплять окончание «ым» или «ың». То есть здесь сенің досың означает твой друг. Оның досы. Здесь оның означает его или ее. Дос – это друг. И здесь окончание будет «а» или «с». То есть если слово заканчивается на согласные буквы и на букву «у» или «и», краткий «и», то мы добавляем букву «а» или «э». То есть у вас на правом экране будет отображено, как меняется окончание. Друзья, да, запомните, еще раз вспомните, что в казахском языке нету категории рода. То есть и он, и она будет слово одно «ол». Соответственно, и его, и ее будет одно слово «онын». Да, его или ее друг. Оның досы. Біздің досымыз. Получается, біздің это наш, дос это друг, и добавляем окончание «ымыз». Біздің досымыз. Біздің досымыз. То есть наш друг. Олардың досы. Олардың досы. Олардың у нас их, дос, друг, добавляем окончание «ы». Получается, их друг. Олардың досы. Сіздің досыңыз. Здесь сіздің это ваш, дос, друг, ыңыз это окончание, которое прикрепляется после
если мы используем сіздің. Сіздің досыңыз. Сіздің досыңыз. Следующее слово у нас менің арманым. Арман у нас мечта. Менің это мой, и получается моя мечта. И здесь после арман прикрепляем окончание ым. Менің, моя мечта. Менің арманым. Твоя мечта. Сенің арманың. Сенің арманың. Сіздің это ваш, арман это мечта, получается ваша мечта. Сіздің арманыңыз. Сіздің арманыңыз. Следующее слово у нас оның арманы. У нас здесь оның означает его или ее, арман это мечта. Добавляем окончание «ы». Оның арманы. Оның арманы. Еще раз, друзья, напоминаем вам, пока Фараби пишет, что в казахском языке ударение практически всегда в 95% случаев падает на последний слог. То есть не онын арманы, да, а именно онын арманы или сенын арманын. Понятно, друзья? Вот именно так только. Следующее у нас біздің арманымыз. Здесь біздің это наш, арман мечта, біздің арманымыз это наша мечта. То есть біздің арманымыз. Біздің арманымыз. Олардың это их арман мечта, то есть их мечта. Олардың арманы. Олардың арманы. Менің это менің у нас будет мой, үй это дом, то есть үй. Үй. Получается мой дом. Менің үйім. Менің үйім. То есть твой дом. Сенің үйің. Сенің үйің. Сіздің үйіңіз. Здесь сіздің это ваш, үй это дом. Үй. Ваш дом. Сіздің үйіңіз. Сіздің үйіңіз. Оның үйі. Оның это его или ее. Үй это дом, его или ее дом. Оның үйі. Оның үйі. Біздің у нас наш, үй это дом, наш дом. Біздің үйіміз. Біздің үйіміз. Олардың үйі. Олардың это их, үй это дом, их дом. Олардың үйі. Олардың үйі. Давайте продолжим. Теперь мы будем использовать слова, которые заканчиваются на гласную букву. Купья. Купья у нас секрет. Давайте теперь попробуем угадать, какое будет окончание. Как вы думаете здесь? Менің, купья, какое будет окончание? Получается, мы добавляем «м», так как она заканчивается на гласную. Если заканчивается на гласную, мы добавляем просто «м». Мой секрет. Менің купьям. Менің купьям. Как думаете, какое окончание мы будем использовать здесь? Да, получается «ың». Сенің купьяң. Мы здесь используем окончание «ың». Твой секрет. Сенің купьяң. Сенің купьяң. Сіздің пия. Окончание будет у нас, как вы думаете, ңыз. Сіздің құпияңыз. Ваш секрет. Сіздің құпияңыз. Оның құпия. Здесь будет окончание у нас какое? Правильно. С. Оның құпиясы. Его секрет. Оның құпиясы. Біздің пия. Как думаете? Какое у нас будет окончание? Да. Будет мыз. Наш секрет будет біздің құпиямыз. Біздің құпиямыз. Олардың пия. У нас здесь будет окончание с. Их секрет. Олардың құпиясы. Вам нужно не переставать изучать язык. Почему? Потому что сейчас самый сложный период в вашей жизни, то есть в изучении языка, я имею в виду. Почему? Потому что у вас абсолютно нет никакого понимания о грамматике, соответственно, вы не знаете, и вам приходится постоянно ломать голову, да? Но когда вы изучите грамматику, когда вы пройдете именно вот наш курс грамматики, тогда, когда мы уже переступим именно к практике, у вас будет все летать как по маслу. Почему? Потому что у вас уже будет, как сказать, рельсы отложены в голове, да? Все уже нейроны готовы будут, и у вас автоматически будут выдаваться ответы. И вы будете получать от этого удовольствие, от того, что вы понимаете, как что говорить, знаете основу грамматики. Но сейчас вам самое главное это пройти вот этот период. Да, скучно, да, где-то хочется выключить, но самое главное это продолжать смотреть. Да, получается, это как инструмент. Мы сейчас приобретаем инструмент, чтобы потом пользоваться ею. Теперь я сейчас вам напишу слова, которые вы в следующем уроке
должны будете склонять, как мы склоняли только что. Слова калам у нас ручка, кагаз – бумага, акша – деньги, ата – дедушка. Вы можете написать их в комментариях, мы можем проверить на правильность. Если вы давно хотите изучить казахский язык, ничего не знаете и не понимаете, с чего начать, для вас есть уникальное решение. Специально для вашего удобства мы создали уникальный самоучитель «Легкий казахский» для тех, кто не знает ничего. Эта книга – плод совместного труда команды 3 стран – Казахстана, Японии и России. С помощью нашего самоучителя вы поймете, чем отличаются русский и казахский языки на понятных примерах. Там же вы изучите самые главные правила и законы казахского языка, написанные простым языком. Плюс к этому каждое правило дополняет практическое задание. Это позволит вам начать говорить и правильно составлять предложения. Мы знаем, что все сталкиваются с проблемой в произношении, поэтому впервые сделали озвучку каждой специфической буквы, объяснили ее звучание в словах и предложениях. При создании самоучителя мы учли свой опыт изучения казахского и сделали эту книгу максимально простой и удобной. Кроме этого, в самоучителе имеются: первое – готовые фразы на разные случаи жизни. Второе – сборник популярных казахских песен. Третье – стихи великих поэтов. Четвертое – универсальные поздравления на все праздники и события. Свадьба, день рождения, наурыз, рождение ребенка и так далее. Пятое – популярнейшие пословицы и поговорки. Шестое – колыбельные песни. Седьмое – вся казахская родня, кто кому кем приходится. Восьмое – родословная казахских ханов. Эта книга станет вашим верным помощником в освоении казахского языка и культуры. Она же будет лучшим подарком всем интересующимся казахским языком. Приобретя данную книгу, вы можете добавиться в нашу группу в мессенджере Telegram и бесплатно получать дополнительные аудио и видео, а также и другие полезные материалы для скорейшего освоения казахского языка. Доставляем из Саратова по всей России и из Уральска по всему Казахстану. Итак, друзья, следующая тема, как Фараби уже объявил, эта тема, получается, у нас называется «Переходное время глагола». Некоторые еще называют ее как «Будущее переходное время глагола». Почему я объясняю, а не Фараби? Потому что Фараби, он казахоязычный, да, и он воспринимает это как вот просто. Для него это вообще объяснение не надо для него, он как бы знает ее и все, эту формулу. А я как бы русскоязычный, я изучал эту формулу с нуля, и я понимаю примерно, как воспринять русскоязычному человеку это время. То есть, например, если мы хотим сказать, что поет кто-то сейчас, да, именно сейчас, вот в данный момент кто-то поет, то мы используем настоящее время глагола. Настоящее время глагола мы изучим в следующем уроке. Но если мы хотим сказать, что кто-то вообще поет, просто поет, ну вот человек занимается тем, что он поет, да, или человек занимается тем, что он что-то шьет, например, или там работает где-то, да, не сейчас именно работает, не в данный момент работает, а вообще работает, да, или же мы хотим сказать, что этот человек будет работать в будущем. Ну, когда-то, например, завтра он будет работать, или я завтра поеду, или я завтра пойду куда-то, или кто-то завтра пойдет, то в этом случае используется переходное будущее время глагола. Давайте теперь, друзья, на примерах попробуем изучить его. То есть, если вы изучите уже сейчас будущее время глагола, то вы уже знаете, получается, на прошлом уроке мы изучили прошедшее время, на этом уроке мы изучим будущее переходное время глагола. Соответственно, на следующем уроке мы выучим настоящее, и уже вот эти три времени глагола, они практически основные времена глагола в казахском языке. Владея ими, вы уже сможете какие-то сочинять легкие, простые предложения и, соответственно, уже начать говорить на казахском. Да. Давайте теперь начнем. Я начну со слов «мен барамын». То есть «я пойду». Здесь «бару», как мы обучались, а «бару» – это «пойти». И здесь убираем «у», добавляем букву «а». Дальше склоняем, как мы склоняли личные местоимения. То есть, допустим, «адаммын». Мы здесь добавляли «мын», так и здесь в глаголе просто добавляем окончание «мын». «Мен барамын», «я пойду». «Мен барамын», «сен барасың». То есть здесь также убираем «у», добавляем «а» и склоняем, то есть «барасың». То есть именно ты пойдешь. «Сен барасың».
есть три суффикса. Чтобы сделать будущее время, добавляем а, е и и. Закон сингармонизма – это основной закон в казахском языке, который подразумевает, что за каждой мягкой гласной идет мягкая гласная, и за каждой твердой гласной идет твердая гласная. Вот обратите внимание, мы сейчас вам написали, получается, 9 гласных казахского языка. Есть еще некоторые гласные, но они как бывают как мягкими, так и твердыми. Мы пока их убрали. Вот эти вот 9 гласных. Первый, верхний ряд, мы написали твердый гласный, то есть это... Получается а, о, о. Это твердые гласные. И мягкие гласные это е. Получается бар, после него окончание, то есть суффикс идет а, так как после твердого будет только твердое, то есть после а идет То есть здесь мы видим в целом слове три гласных букв, и все они твердые гласные. То есть не бывает такого, что здесь может быть это уже будет неправильным. Допустим, в слове келемен здесь мягкая гласная е, и после него еще раз мягкая гласная, и здесь получается окончание тоже идет мягкое. То есть в целом слове все гласные буквы будут только именно и мягкие или твердые. Бывают, конечно, исключения, но в основном в словах будут только мягкие гласные или твердые. Сіз барасыз, вы пойдете. Здесь у убираем, добавляем а и склоняем. То есть именно вы пойдете. Сіз барасыз. Сіз барасыз. Ол, он, бару у нас пойти. Убираем у, добавляем а и склоняем, то есть д. Ол барада. Он пойдет. Ол барада. Без это мы. Бару это пойти. Убираем у, добавляем букву а. И окончание личное окончание, то есть мс. То есть именно мы пойдем. Без барамыз. Без барамыз. Олар, они пойдут. Бару у нас пойти. Убираем у, добавляем букву а. Окончание д. Олар барада. Они пойдут. Олар барада. Келю. Келю это у нас приходить. Мен, я, келю. Убираем у, добавляем букву е. И дальше склоняем, то есть мен. Я пришел. Я приду. Мен келемен. Мен келемен. Сен, келю у нас приходить. Убираем у, добавляем букву е и склоняем, то есть келесің. Сен келесің. Ты придешь. Сен келесің. Сіз, вы, келю у нас приходить. Убираем букву у, добавляем е и склоняем. То есть личное окончание, как мы проходили. Сіз. Именно вы придете. Сіз келесіз. Сіз келесіз. Вы придете. Ол, келю. Ол это он. Келю это приходить. Убираем у, добавляем букву е и склоняем д. Он придет. Ол келеда. Ол келеда. Мы. Без. Мы придем. Келю у нас приходить. Убираем у, добавляем букву е. Мс. Что именно мы придем. Без келемис. Без келемис. Олар. Они. Келю у нас приходить. Убираем у, добавляем е. Окончание д. Олар келеда. Они придут. Олар келеда. Если глагол, когда мы убираем букву у, оканчивается на гласную букву, то мы добавляем букву краткую и. Например, спрашивать. Срау. Убираем у, добавляем букву и. То есть, так как она заканчивается на гласную букву, мы добавили краткую и. Дальше добавляем мн, личное окончание, что именно я буду спрашивать. Мен сұраймын. Я спрошу. Мен сұраймын.
Да, когда ставим А, когда ставим Е. Сен, ты, сра у нас спрашивать. Выбираем У, добавляем букву краткий И. И дальше склоняем. Именно ты спросишь. Срайсын. Сен, срайсын. Сен, срайсын. Ты спросишь. Сіз, это вы. Сра у нас спрашивать. Выбираем букву У, добавляем краткий И. И дальше окончание сыз. Вы спросите. Сіз срайсыз. Сіз срайсыз. Ол – это он или она. Срау – нас спрашивать. Выбираем букву У, добавляем краткую И. И окончание у нас будет Д. Именно он спросит. Он спросит. Ол срайда. Ол срайда. Без. Это мы. Сра у нас спрашивать. Выбираем букву У, добавляем краткую И. И дальше окончание будет у нас мз. То есть именно мы спросим. Без сраймас. Без сраймас. Олар они. Срау спрашивать. Выбираем букву У, добавляем краткую И. Окончание у нас будет Д. Олар срайда. Олар срайда. Клю. Клю это смеяться. Клю это смеяться, то есть я буду смеяться. Мен клемен. Добавляем букву Е. Дальше идет окончание мен. Мен клемен. То есть я буду смеяться. Мен клемен. Мен клемен. Сен, ты будешь смеяться. Сен, выбираем У, добавляем Е и окончание сын. То есть ты будешь смеяться. Сен клесен. Сен клесен. Сіз, это вы, клю, смеяться. Выбираем букву У, добавляем Е. Дальше окончание сіз. Вы смеетесь, вы будете смеяться. Сіз клесес. Сіз клесес. Ол, это он или она, клю. Выбираем У, добавляем Е. Дальше окончание будет у нас Д. То есть именно он смеется, он будет смеяться. Ол кледа. Ол кледа. Без. Это мы. Клю. Добавляем букву Е. Дальше личное окончание мес. Мы будем смеяться. Без клемис. Или мы смеемся. То есть мы в целом смеемся. Без клемис. Олар кледа. Добавляем букву Е. И окончание Д. Олар кледа. Они смеются. Олар кледа. Давайте теперь посклоняем глагол жабу. Это у нас закрывать. Мен. Я. Жабу у нас закрывать. Выбираем букву У. Добавляем А. Так как жабу там буква А в первом слоге. Из-за этого следующее твердое гласное будет у нас А. Дальше окончание будет не мен, а мн. Почему? Потому что после твердых гласных идет только твердое гласное. Я буду закрывать. Мен жабамын. Мен жабамын. То есть я закрою. Сен жабу. Убираем. Добавляем букву А. После него идет окончание сын, то есть буква н. Это тоже твердое гласное. Это и есть закон сингармонизма. Сіз, то есть вы, жабу у нас закрывать. Выбираем У, добавляем букву А. И здесь тоже будет именно А, то есть сыз, а не сіз, да? Сіз жабасыз. Вы закроете. Сіз жабасыз. Ол жабады. Добавляем А и Д. Он закроет. Ол жабада. Ол жабада. Без, то есть мы, жабу у нас закрывать. Выбираем У, добавляем А. Мы закрываем, мы закроем. Без жабамыз. Без жабамыз. Олар, они, жабу у нас закрывать. Выбираем У, добавляем А. И окончание у нас Д. Они закроют. Олар жабада. Олар жабада. Шу у нас переводится как пить. Мен, я, шу у нас пить. Убираем букву У и добавляем букву Е. Почему? Так как у нас является мягкой гласной. Из-за этого суффикс, который идет после него, будет тоже мягкой. То есть буквой Е, а не А. То есть мы не можем сказать ща. То есть мы будем говорить ще. Окончание тоже будет меняться на мен. То есть гласная будет мягкой, так как гласные до него являются мягкими.
Друзья, вы себе сейчас, если вы завели тетрадки, если вы завели тетрадки себе для изучения казахского, то туда, пожалуйста, выпишите, какие гласные являются твердыми, какие гласные являются мягкими. И на протяжении урока и вообще в будущем всегда сравнивайте, какая гласная стоит, соответственно, какая гласная будет, значит, за ней идти. Я буду пить. Мен шемен. Мен шемен. Сен, ты будешь петь. Шу у нас петь. Убираем у, добавляем е. И здесь тоже будет мягкая гласная. Сын. Ты будешь пить. Сен шесен. Сен шесен. Дальше у нас сис, то есть вы. Еще у нас петь. Убираем у, добавляем е. Дальше сис. Вы будете пить. Сис шесис. Сис шесис. Вол. Он. Еще у нас петь. Убираем у, добавляем букву е. На окончании у нас будет д. То есть тоже мягкая гласная. Дальше у нас без. Без. Мы. Шу. Пить. Убираем у, добавляем е. Дальше мыс. То есть мы будем пить. Без шемис. Без шемис. Волар. Они. Шу. Пить. Убираем у, добавляем е. И окончание у нас будет д. Они будут пить. Волар шеде. Волар шеде. Следующий глагол у нас будет жил. Жил это есть или кушать. Это разговорная речь. То есть мен, я, жил у нас есть. Убираем букву у, добавляем краткую и. Почему добавляем краткую и? Потому что, когда мы убираем у, слово заканчивается, буква заканчивается на гласную. Из-за этого мы добавляем краткую и. Дальше идет мен. То есть я буду есть. Мен жеймен. Мен жеймен. Сен, ты, жил. Есть. Добавляем букву и. Здесь тоже сын. Как вы видите, окончание у нас сын. Там гласная, мягкая гласная буква Почему? Потому что жил, там буква е является мягкой. Из-за этого окончание тоже меняется в мягкую гласную. То есть ты будешь есть. Сен жейсин. Сен жейсин. Сис. Вы. Жил. Есть. Убираем у, добавляем е и. Окончание сис. Вы будете есть. Сис жейсис. Сис жейсис. Вол. Он. Жил. У нас есть. Убираем букву у, добавляем краткую и. Дальше окончание д. Он будет есть. Вол жейда. Вол жейда. Без это мы. Убираем у, добавляем и. Дальше идет окончание мез. То есть без жеймес. Мы будем кушать. Без жеймес. Волар. Они. Убираем у, добавляем и. Дальше окончание д. Они будут есть. Волар жейда. Волар жейда. На самом деле это очень разговорная речь. Это не используется в то есть в литературном языке. Она считается немножко вульгарной, но на самом деле в повседневной жизни она часто используется. А как в литературе говорят там кушать? Есть кушать. Тамак шу. Тамак шу. Тамаха щесенба, да? Ты? Да. Ну давай другое слово. То есть, друзья, именно вот это вот глагол не используется. То есть жеу, Фараби говорит в литературной речи, но в разговорной он активно используется. Да. Это как типа аналог, типа хавать, жрать, да, вот типа такого. Да, так и есть. Но она очень часто используется, поэтому я употребил его. Теперь, друзья, мы сейчас вам покажем пример, именно когда переходное время глагола является именно переходным. То есть не будущим, как мы вот раньше писали, то, что он напишет, или он отправит, он еще что-то сделает, то есть в будущем, да, а именно то, что и сейчас происходит, и как бы может происходить в будущем, да. То есть это глагол, например, сюю, это целовать и любить. Сию. Мен, си, кратко и. Получается, если будут буквы ю и у,
то мы их разделяем на и у, кратко и у. То есть здесь мы убираем у, добавляем е. И дальше окончание мен. То есть вообще слово ю, она состоит из букв и у. И когда мы будем менять их, мы должны их писать, как она слышится. То есть таким образом будет легче их менять. То есть, друзья, в казахском языке есть глаголы, которые оканчиваются на «у», их большинство, то есть их где-то 98%. Но есть также глаголы, которые оканчиваются на «ю». «Сюю» – один из этих глаголов. Мы еще будем разбирать слово «кою». Тогда она совсем по-другому будет меняться. Давайте сейчас сперва закончим слово «сию». Сен, сию, получается «ю» превращается в и у, убираем у и добавляем е. Дальше окончание сын. Ты целуешь, сен сюесен. Или ты любишь, да? Ты любишь, да, сен сюесен, Да, ты любишь. то есть, друзья, вот обратите внимание, смотрите, мен, сюемон, да, то есть это можно перевести как «я люблю», да, кого-то там, то есть не сейчас люблю, да, именно вот сейчас, в данный момент, там, сегодня вот 5 минут, да, а именно вообще люблю этого человека, то есть всегда люблю, да, это вот как раз переходное время, то есть и сейчас, и в будущем как бы буду любить, это вот как раз вот именно мен сюемон, вот это в этом случае подходит. Или я буду целовать, да? Сез, сию, ю превращается в ю, убираем у, добавляем е. Дальше, как всегда, сез. Ол, он, сию, целовать, любить. Убираем ю, будет ю, убираем у, добавляем е. Дальше д. Он любит. Ол сүйеді. Ол сүйеді. Біз. Мы. Сию. Любить. И у. Убираем у. Добавляем е. Дальше міз. Мы любим. Біз сүйеміз. Біз сүйеміз. Олар. Они. Сию. Целовать. Любить. Превращается в и у. Убираем у. Добавляем е. Дальше д. То есть они любят. Олар сүйеді. Олар сүйеді. Теперь слово қою. То есть, как мы видим, здесь тоже буква ю. Қою означает поставить, ставить или прекратить. Здесь получается қою. Ю будет меняться на и у. И здесь убираем у, добавляем а. Так как и а является буквой я. То есть и а они являются буквой я. Из-за этого и а меняется на я. Дальше идет ман. Я прекращу или я поставлю. Мен қоямын. Мен қоямын. Сен қою. Ю сразу. То есть здесь можно ю сразу менять на я. Добавляем сын. То есть ты поставишь. Сен қоясың. Сен қоясың. Сіз, вы. Қою, я. То есть қоясыз. Сіз қоясыз. Вы поставите. Сіз қоясыз. Ол, он. Поставит. Қою. Убираем ю. Ставим я. И дальше д. Ол қояды. Он поставит. Ол қояды. Біз. Убираем ю. Добавляем я. И дальше окончание мыз. Мы поставим. Біз қоямыз. Біз қоямыз. Мы прекратим. Олар қою. Добавляем д. То есть они поставят, они прекратят. Олар қояды. Олар қояды. Мы рассказали вам 2 темы, даже получилось 3 рассказать. Это закон сингармонизма, да, теперь вы можете его применять, использовать. Второе, это притяжательные окончания. Опять же, посмотрите и выполните задание, на следующем уроке мы проверим. Соответственно, и 3-я тема, это переходное будущее время глагола. Надеюсь, вам было понятно. Эту тему и притяжательные местоимения, и закон сингармонизма, и переходное будущее время глагола вы можете в таблицах с подробным объяснением посмотреть в нашем самоучителе «Легкий казахский», которым в том числе участвовал в написании Фараби Сагатов.
Вы знаете, что в письменной форме это получается более понятным образом объяснить. На уроке вы уже услышали произношение казахское, да, то есть в чем плюс урока, то что вы здесь не просто, да, читаете, а вы здесь можете еще и слышать произношение и вместе с нами как бы решать, да, что поставить и как, что именно написать, да, как бы участвовать вместе с нами. Соответственно, друзья, мы сейчас вам дадим 4 задания, вы, пожалуйста, их решите, и на следующем уроке мы вместе с заданием по притяжательным местоимениям их проверим перед началом урока. Фараби, давай 4 глагола дадим. Ойнау – это играть. Жинау – это собирать или сделать уборку. Кету – это уходить. Исту – это слышать или услышать. Соответственно, если вы хотите изучить более подробно какую-то тему, узнать, разобраться в какой-то определенной теме, в произношении, еще в что-то, да, то есть уже 1 на 1 с учителем, вы можете записаться на урок через Skype к Фараби Сагатову через сервис iTelki. Вот, то есть, как там будет проходить урок? Вы запишетесь на определенное время, когда вам удобно, когда учителю удобно, Фараби в данном случае, и, соответственно, с помощью скайпа, это может быть через компьютер, через телефон, вы обозначите Фараби тему, которую вы хотите пройти, или же просто хотите определить ваш уровень, да, казахского, составить программу, и, соответственно, уже пройти урок с Фараби Сагатовым. Все ссылки будут в описании. Так как этот урок пока начальный, то есть вначале будет всегда сложно, но когда мы будем изучать и понимать грамматику, нам будет становиться легче, и чем больше мы будем знать, нам больше будет интереснее, и в общении мы можем составлять целые предложения, составить диалог. Главное, учите, не останавливайтесь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этом уроке, что не понравилось. Вот прошлый урок мы монтировали целых 3 дня, то есть 2 суток и еще несколько часов. И прежде, да, чем на нас наехать, что вам что-то не нравится, вы поймите, что, друзья, это все не так просто. Тем более мы делаем это за бесплатно. Вот. У нас даже вот с аппаратурой мы записываем звук на телефон, да, хотя звук на самом деле это самое важное в обучении онлайн-уроки, да. Если вы, опять же, хотите нам как-то помочь, посодействовать, да, вы можете, опять же, посмотреть по ссылке в описании, там все будет написано, с чем вы можете нам помочь. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что можно улучшить. Вот, подписывайтесь, соответственно, на канал, жмите обязательно колокольчик, жмите лайк. Почему это важно? Потому что в зависимости от этого YouTube будет показывать это видео большему количеству людей. Соответственно, если мы будем видеть, что много людей все больше и больше интересуются нашим курсом и им нравится, мы будем более быстро снимать уроки и более быстро их выкладывать, монтировать и потом выкладывать. Вот. Пожалуйста, да, ставьте лайки, жмите колокольчики, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, читайте обязательно, что написано под описанием и в комментариях. И до новых встреч, встретимся на 3-м уроке. Надеюсь, этот урок вам понравился. Всем рахмет, Аллах раз. До свидания, до следующего урока, жду с нетерпением. Көріскенше.